Еще с ноября 2020 года в соответствии с указом главы Республики Мордовия из-за роста заболеваемости коронавирусом детям до 15 лет было запрещено посещать торговые центры без родителей. Но большие магазины всегда были и остаются местом встречи не только для взрослых, но и для подростков. Чтобы проверить соблюдение масочно-перчаточного режима, посмотреть, есть ли те, кто нарушает указ главы, представители различных ведомств отправились в торговый центр в юго-западном районе Саранска. Одного из нарушителей, 14-летнего ученика 8-й школы, задержали сотрудники полиции. На вопрос, почему пришел в торговый центр без сопровождения взрослых, отвечает: просто хотел зайти в туалет. Это, конечно же, не возбраняется, но подросток должен знать, посещать торговые центры без родителей ему запрещено. Дело ведь не случай, системный, если есть запрет, он утвержден указом главы республики. Это документ ведь 2020 года. И пока вам не будет 15 лет, вы не имеете права даже заходить сюда. Неважно, чем вызван ваш запрос. Неважно, пришли вы покупать или вы в туалет зашли. Это не важно. Это торговый центр. А что, разве тебе об этом не говорили? Говорили. По словам завучи учебных заведений, беседы со школьниками об опасности заражения коронавирусной инфекцией проводятся ежедневно. Ребятам напоминают о запрете посещения торговых центров без сопровождения родителей, а также соблюдении масочно-перчаточного режима. За подростком приехал папа, который о запрете ничего не знает, но пообещал провести с сыном воспитательную беседу. Как показывают такие проверки, правила соблюдают не все. Ребята слышали об этой информации, но есть также факты, которые мы сегодня с вами выявили, что наши несовершеннолетние, 14-летние дети, которые пришли в торговый комплекс, с ними проводили встречу, и они все равно, вопреки тому, что знают, что нарушают, идут. Как правило, говорят, незнание закона не освобождает от ответственности, а здесь налицо и знание этих правил, этих норм. И очень хорошо, что вот именно администрация города как вариант работы, как элемент контроля за ситуацией предложила и организовала рейды. Подобные рейды будут продолжены, ведь опасность заражения вирусом по-прежнему остается высокой. Валерия Никитина, Сергей Кувакин. Народные новости.